Добрый вечер, дамы и господа. Здравствуйте, уважаемые россияне. Ассаламу алейкум, уважаемые кавказцы, мои братья-чеченцы, братья-ингуши, войнахи. Я вас всех приветствую. Я хотел бы сделать короткое объявление. Завтра, 12 декабря 2019 года, День Конституции Российской Федерации. Я всех поздравляю и хотел бы завтра увидеть своих друзей по адресу улица Муталиева, дом 64, у Миннаца. Я вас хотел бы всех поздравить. К тому же у вас появится уникальная возможность сделать свои обращения. Миннац об этом писал. Уполномоченные лица Миннаца обеспечат личные обращения граждан в режиме видео или в виде иных других связей. Вы можете выразить свое мнение там на месте. И я думаю, что Миннац и министр Волков Руслан Ширин-Султанович услышит голос ингушей. Я в этом уверен. Больше всего меня встревожили слова министра Волкова, который своими словами вызвал такую бурную реакцию в Ингушетии. И вообще проосетинская позиция министра по национальной политике Республики Ингушетия Волкова Руслана Ширин-Султановича, я думаю, что из-за вот этих вот нелепых высказываний и предложений, сделанных министром, может дестабилизироваться сама обстановка в регионе. Поэтому я думаю, что Руслан Ширин-Султанович сделает нужные выводы и, думаю, как можно быстрее и скорее покинет Республику Ингушетия и впредь не будет делать таких нелепых совершенно заявлений. Заявления, касающиеся жертв и памяти 1944 года и 1992 года. Это были нелепые высказывания. Я лично перестал доверять министру по национальной политике Республики Ингушетия Волкову. Волкова в отставку. Друзей приглашаю к Миннацу, чтобы встретиться с вами, поговорить, поздравить вас с Днем Конституции. И там на месте мы выразим свое мнение. Эту возможность нам предоставил наш Миннац. Всего доброго, до завтра. Завтра по улице Муталиева, дом 64, 12 декабря. Я жду своих друзей, чтобы поздравить с праздником Конституции Российской Федерации. В районе 15:00 я буду у Миннаца.